Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. 1 сентября и в дни проведения выборов будут запрещены полеты беспилотных летательных аппаратов в Якутии. Такое решение было принято на заседании антитеррористической комиссии. Рост благосостояния населения – залог развития республики. Расскажем о деятельности программы социального контракта в нашем регионе. В золотом фонде кадров страны. Нехватку кадров в медицинском персонале среднего звена будут пополнять за счет выпускников филиала Нерюнгринского медицинского колледжа. Мастера приступили к завершающему этапу реставрации памятника Ленина в Якутске. Вернут достопримечательность на свое место в октябре этого года. 26 городов по всей стране и десятки творческих коллективов и исполнителей. В Нерюнгринском районе прошел патриотический фестиваль «Русское лето». В Приморье после ливней подтоплены 516 жилых домов. Их количество за сутки увеличилось в 7 раз. В 8 пунктах временного размещения находится 183 человека, в том числе 45 детей. Сложная ситуация сохраняется в Хасанском, Дальнереченском районах и городе Уссурийск. Спасатели МЧС России продолжают оказывать помощь жителям Приморья. Они эвакуируют людей, откачивают воду из жилых домов, социальных объектов, просушивают освободившиеся от воды дома, организовывают лодочные переправы и доставляют гуманитарную помощь. Вот такую рыбину поймала. В Якутии завтра и в дни проведения выборов запретят полеты беспилотных летательных аппаратов. Решение принято в целях безопасности. Так, в День знаний, а также в дни проведения выборов в Якутии запретят запускать в небо квадрокоптеры. Об этом сообщили на антитеррористической комиссии республики под председательством главы Айсена Николаева. При этом представители СМИ и оперативных служб получают на эти дни разрешение на использование беспилотников в установленном порядке. Общественные наблюдатели Якутии продолжают обучение перед предстоящими выборами. Цель обучения заключается в подготовке участников к выполнению функций общественных наблюдателей, а также в повышении профессионализма в данной сфере. Участникам дается информация о правовой базе, процессе голосования, а также о распространенных нарушениях, с которыми они могут столкнуться. В обучение включены практические занятия и дискуссии по случаям из реальной жизни, которые помогут наблюдателям эффективно выполнять свои обязанности в предстоящих выборах. Задача общественных наблюдателей – следить за процессом выборов, обеспечить их легитимность и прозрачность. Буквально с 2018 года на участке есть еще и наши общественные наблюдатели, которые являются представителями Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Наша основная задача – обеспечить методикой, технологиями. Кроме того, мы учим наших наблюдателей, как реагировать в той или иной ситуации. Когда мы проводим обучение в очном формате, мы проводим моделирование ситуации. То есть непосредственно наши общественные наблюдатели моделируют ситуацию, которая возникает на избирательном участке. С 2018 года «Алроса» участвует в приоритетном проекте республики «Местные кадры в промышленность». Первое соглашение с Госкомзанятости было заключено на 5 лет, и за этот срок компания приняла на работу более 10 тысяч человек. Имея столь успешный опыт, «Алроса» заключила второе соглашение. Об этом подробнее в следующем сюжете. Еще в 2018 году «Алроса» поставила план до 2021 года трудоустроить 1400 жителей республики. Поначалу такая цифра выглядела труднодостижимой, но уже через 2 года план был перевыполнен. С тех пор из года в год якутская алмазодобывающая компания является безусловным лидером регионального проекта «Местные кадры в промышленность». Полгода назад было заключено второе 5-летнее соглашение, и уже за столь короткий срок «Алроса» вместе со своей дочерней компанией «Алмаза Набара» приняла на работу 2190 человек из числа жителей республики. Трудоустройство происходит по всем профессиям, как по рабочим, так и по руководителям. Требуются специалисты и служащие. Профессии, на которые трудоустраиваются, это проходчики, слесари по ремонту оборудования, слесари по ремонту автомобилей, это машинисты разных направленностей. Также большое количество устраиваются на специальности инженерные, это инженеры-сметчики, инженеры-конструкторы, инженеры по планированию, по надежности.
Основной приоритет отдается местному населению. Это преимущественно жители сел и городов республики, а также молодые специалисты. Так, за первое полугодие из более чем 2000 трудоустроенных около 700 молодых специалистов почти столько же имеют сельскую прописку, а вахтовиков около 400. Основными структурные подразделения, куда больше всего трудоустраиваются работники, это горно-обогатительные комбинаты, это Мирнинский, Нюрбинский горно-обогатительный комбинат, Удачинский и Айхальский горно-обогатительный комбинаты. Также большое число трудоустраивается в управление капитального строительства и в Мирнинское управление автомобильных дорог. Госкомитет по занятости населения ежегодно проводит конкурс «Лучший участник проекта «Местные кадры в промышленность». И бессменным лидером практически весь период реализации этого проекта является «Алроса». Компания открыта для всех и ждет прежде всего жителей республики, желающих трудоустроиться в горнодобывающей промышленности и смежных с ней отраслях. О новых вакансиях еженедельно сообщается в социальных сетях «Алроса». Мария Кардашевская, Якутск, Мирный. В Якутии продолжается мера социальной поддержки для людей с ограниченными возможностями здоровья. По данным Управления соцзащиты населения и труда города Якутска, на учете состоят более 15 тысяч граждан с инвалидностью. Для них предоставляются дополнительные технические средства для реабилитации. Всего по перечню дополнительных технических средств реабилитации числится 15 наименований. По состоянию на 1 августа подано 445 заявлений, из них выдано средств 273 инвалидам. В 2023 году до нашего управления Министерство труда довело сумму, превышающую почти в 3 раза, 26 миллионов рублей. И вот уже с начала года мы провели конкурсные процедуры, и уже вот на сегодняшний день мы закрыли практическую потребность инвалидов города Якутска в обеспечении техническими средствами реабилитации. Социально-экономическое развитие Якутии напрямую зависит от благосостояния местного населения. Потому немаловажно внимательно отнестись к вопросам безработицы и бедности. Государственная социальная помощь на основании социального контракта направлена именно на борьбу с ними. Дать работу безработным, а малоимущим семьям помочь повысить доход. О результатах программы мы узнаем в нашем следующем сюжете. Семья Кондратьевых заключила социальный контракт в марте этого года. В начале пути их ждал почти пустой участок. И благодаря оказанной помощи за столь короткий промежуток времени они смогли обустроить уютный дом, богатый огород и курятник, что обеспечило их дополнительным доходом. Мы посадили плодово-овощные культуры, такие как капуста, морковь, свекла, зелень, огурцы, помидоры, баклажаны, ну вот обычные всевозможные овощные культуры. И также плодово-ягодные кустарники. У нас на участке растет малина, клубника, облепиха, жимолость, даже вишня растет. Мы продали немножко огурцы, помидоры, зелень и яйца немножко тоже. Старшая дочь Диана учится в Дальневосточном федеральном университете по направлению биологии и по возвращению домой на каникулы закрепляет полученные знания на практике. Все, что происходит в огороде, это мне как-то помогает по учебе. Приехав уже после года обучения, уже понимаю, какие растения, из какого семейства. Это все интересно, когда уже есть свой огород, ты можешь это на практике изучить. А младшего сына Данила работы в огороде вдохновили на создание небольшого анимационного фильма с участием его любимых персонажей. Мы делали властелин анимации, смешарика. Называется «Огород». Копатыч, ежик и крош. Он рассказывает о том, что ему настолько нравится заниматься огородом, что он решил снять мультик свой с его любимыми героями, смешариками, которые как раз помогали Копатычу, ежик, крош вместе в огороде. С 2023 года социальные контракты можно заключить по следующим мероприятиям. Поиск работы на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности до 350 тысяч рублей, на ведение личного подсобного хозяйства до 250 тысяч, а также осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданами трудных жизненных ситуаций. На сегодняшний день всего заключено 3651 социальный контракт. Это в том числе по поиску работы 205, по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности 741 и по ведению личного подсобного хозяйства 232. В соответствии с поручением главы в Республике Саха-Якутия в 2023 году увеличен объем средств, направляемый на оказание госсоцпомощи.
до 1 миллиарда рублей. В рамках социальной государственной помощи не забыли предусмотреть и обучение. Граждане смогут пройти курсы, на которых их ознакомят с тонкостями осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности и ведения личного подсобного хозяйства, чтобы никакие трудности не помешали им в осуществлении поставленных целей. Марина Захарова, Владимир Павлов, Якутск. Низкий уровень воды на северных реках мешает завозу топлива. Так, на реках Индигирки и Яни в августе уровень воды был ниже средних показателей. Как итог, большегрузные суда не могут доставить уголь на места, поскольку в связи с маловодьем на реке Яне с участка Нижнеянск до поселка Усть-Куйга закрыта навигация. При этом отмечено, что на реке Индигирки в последние дни вода поднимается. Напомним, по плану суда должны были доставить более 360 тонн топлива до окончания навигации. На сегодняшний день доставлено около 50% от общего плана. В текущий момент темпы есть некоторые отставания, но указанные отставания не критичные. В принципе, мы ведем работу, плотную работу с нашим основным перевозчиком Павлинское объединенное личное пароходство. Вот. Понимание есть по срокам доставки, по срокам перевозки. Ну, у нас свыше порядка 80% уже отброшено на воду. Соответственно, ожидаем, как вода позволит, мы обеспечим доставку. Завтра школы вновь примут ребят. Ремонтные работы в учреждениях Алданского района завершены. Реконструкция продолжится только в школе номер 1, которая вошла в госпрограмму модернизации учреждений образования. Какие сюрпризы ожидают учеников, узнала Татьяна Вахнина. Совсем скоро к Екатерине Березиной придут ее первые ученики. Конечно, педагог немного волнуется. Впрочем, Екатерине Васильевне будет чем удивить ребят. В новом учебном году в школе номер 9 откроется новый компьютерный класс. Модернизированная аудитория была оборудована по федеральной программе «Цифровая образовательная среда». Оборудование, все абсолютно новое. То есть там даже практически не было ничего установлено. То есть там все с чистого листа, это очень хорошо. Даже для детей. Операционная система в ноутбуках – это Linux. Это тоже интересно, потому что вот я как программист, недавно закончивший, мне комфортно на Linux, потому что Linux, она более профессиональная среда, и там все решается через консоль. По проекту «Цифровая образовательная среда» аудитория оснащена инновационным оборудованием и подключенными к интернету ноутбуками. Предполагается, что уроки здесь будут проводиться с 5 класса. Модернизированный кабинет информатики – не единственный сюрприз, который ожидает ребят. С 1 сентября в школе номер 9 откроется вот такая вот электронная библиотека, в которой собраны шедевры мировой литературы. В настоящее время библиотека активно пополняется. Средства на реализацию проекта электронной библиотеки 9-я школа получила по муниципальному гранту. А самым первым произведением новой библиотеки стала повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Также преобразились кабинеты и коридоры. Наряду с приобретениями в школе был проведен ремонт. Работы было проведено достаточно. Мы сделали косметический ремонт. В нашем здании, в здании вечерней школы, косметический ремонт. То есть детей ждет все равно обновленное здание. Всегда приятно, когда чисто, уютно. В летний период ремонтные работы были проведены в 37 образовательных учреждениях района, в том числе в 20 школах. Капитальная реконструкция и косметическая отделка, приобретение мебели и инвентаря, обустройство помещений и спортивных площадок, облагораживание территорий. Объем работ в каждом учреждении был определен заранее, и в настоящее время проводится проверка готовности. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Нехватку кадров в медицинском персонале среднего звена будут пополнять за счет выпускников филиала Нерюнгринского медицинского колледжа, который с этого учебного года начнет работу в Якутске. На первый курс колледжа зачислен 71 человек, большинство из которых поступили на учебу по целевому направлению. Сегодня состоялось торжественное открытие филиала, а 1 сентября первые студенты займут места в учебных аудиториях. Подробности смотрите в следующем сюжете. Нерюнгринский медицинский колледж считается одним из лучших среднеобразовательных медицинских учреждений в республике. Его филиалы открыты в нескольких районах Якутии, а в этом году студентов набрали и в столице. Будущих медиков будут обучать по 2 направлениям – сестринское дело и лечебное дело. Привезли оснащение, которое у нас есть. Это
симуляторы, тренажеры, отработка первичных медицинских навыков, да, постановка инъекций, оказание неотложной помощи, сердечно-легочная реанимация, тренажеры аускультации, пальпации. То есть все это компьютеризировано, все идет уже современное с ноутбуками, там закладывается программа какая-то тренировочная, учебная, и дальше уже студент отрабатывает. Там есть и норма, и патология. Большинство студентов колледжа поступили на целевые места и после получения дипломов направятся на работу в поликлинику номер 1 города Якутска. Усилиями поликлиники в здании, где будет располагаться филиал, проведен ремонт, завезена мебель и учебные материалы. Также персонал больницы будет помогать студентам в учебе и в прохождении практики. Студентов первых дней обучения будут сопровождать наставники. Это те люди, которые уже имеют большой и огромный опыт в практической медицине. Здесь же будут они проходить теоретические подготовки по теоретическим знаниям, ну и, конечно же, оттачивать свои практические навыки. Обучать студентов будут в соответствии со всеми образовательными стандартами и с учетом потребностей современной медицины. Те учащиеся, которые будут проходить именно обучение в таком отделении в Нью-Йоркском медколледже, будут иметь доступ к медицинским программам, это будут уже подготовленные специалисты. Сейчас высокая потребность в IT-медиках, мы тоже это направление будем учитывать. И вообще к медицинскому персоналу среднему сейчас идут иные требования, то есть у них увеличивается количество компетенций, будет намного больше функций медицинских сестер и фельдшеров для того, чтобы быстрее и более эффективнее, качественно помогать пациентам. Взаимодействие образовательной и медицинской организации позволяет колледжу выпускать квалифицированных специалистов, у которых после получения диплома не возникает сложностей с трудоустройством. Александр Хавренко, Владимир Павлов, Якутск. Статистика в СССР, как известно, знала все. Количество швейных машинок, балерин, дворников и кинорежиссеров. Единственное, что она не знала, это сколько в стране стульев и памятников Ленину. По некоторым данным, их число на территории страны достигает порядка 7 тысяч разных форм и размеров. Один из них установлен в Якутске, и вот уже почти год он находится на реставрации. Как приводят в порядок символ эпохи, узнавал мой коллега Петр Васильев. Один из главных монументов города установили в 1967 году после многолетних изучений возможности установки памятника таких размеров в условиях вечной мерзлоты. Проверяли на прочность постамент, отслеживали вертикальность конструкций. И, как показало время, такой подход архитекторов дал свои плоды. К ремонту памятника приступили только спустя более полувека. Ленина сняли с постамента и отправили на двухэтапный ремонт только в июле 22 года. Здесь были работы по полному демонтажу всех конструкций существующих, в том числе старого фундамента объекта. По текущий день у нас полностью заменен фундамент, наслаянный, новый, залиты, выполнено устройство железобетонных конструкций, это вот плиты, железобетонные балки. И сейчас вот идет за нами бетонирование постамента железобетонного, на котором будет в дальнейшем установлен сам памятник. Еще один важный этап ремонта – это облицовка. Постаменты трибуны памятника покрыты гранитом. Его решили сохранить в изначальном виде. Однако при демонтаже часть плит получила повреждения. Сейчас одна из важнейших задач – вернуть этому элементу историю первозданный вид с помощью шлифовки. Полировка гранита – процесс крайне долгий, кропотливый и требующий особого внимания. Ну и, безусловно, для него нужны несколько важных составляющих. Вот это полировальная машина, напор воды и полировочные диски. Важно отметить, что сам постамент памятника вместе с облицовкой является культурным наследием республики. На гранитных плитах даже сохранились инициалы авторов памятника. Архитектор Стручков и скульптор Миловиднов. В среднем на одну плиту у нас где-то уходит, наверное, 1,5-2 часа подполировать. Потом мы делаем фаски. Все плиты пронумерованы, поэтому нам нужно не нарушить баланс. Сам же бронзовый Ильич после полувекового бдения за городом сегодня буквально отдыхает, чтобы в ближайшее время снова вернуться на постамент. Многотонная 6-метровая статуя была сварена из разных частей. Для того, чтобы ее подлатать и устранить дефекты, скульптуру пришлось расположить горизонтально. Памятник Владимиру Ленину – это на основной площади. Поэтому такой очень мощный центр притяжения. Поэтому, когда даже его не стало, это сразу в обществе возникли вопросы. Чтобы памятник наш стоял как можно дольше,
наверное, через лет 15-20 обязательно надо еще раз тонировать, чтобы вот эти все различные дефекты от погодных наших условий снова покрывать. И этим мы, в общем-то, продляли бы памятник, потому что эта работа такая серьезная. Почти 60 лет памятник Ленину простоял на главной площади в столице республики. Безусловно, со временем и под влиянием погоды он местами начал давать трещины. Для проведения сварочных работ памятник специально поместили вот в такое горизонтальное положение. По их завершению его поднимут, проведут полировку и вернут этот символ истории к октябрю на законное место. Петр Васильев, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Завтра в стенах Мирнинского театра состоится открытие 16-го по счету театрального сезона. Артисты вновь покажут зрителям спектакль «Ты мое воскресенье» по повести Бориса Васильева «Пятница». О планах на новый сезон и о премьерах театра смотрите далее. Мирнинский театр – один из самых молодых профессиональных театров Якутии. На сцене Мирного театра ставят свои спектакли режиссеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Якутска и других городов. Сегодня в репертуаре театра более 50 наименований постановки как классических, так и современных пьес. Мы первую премьеру выпустим, я так рассчитываю, где-то в середине октября. Как только мы приедем с гастролей, начнем плотно работать. И после этого новогоднюю кампанию мы работаем. Это готовим комедию для взрослых. Для взрослых зрителей, в смысле не ценз. И также готовим новогоднюю сказку для наших маленьких зрителей, которая тоже, я думаю, составит очень интересный репертуар, разнообразный для нашего театра. Будем работать на большой зал, на большую сцену. И мы хотим сделать так, чтобы сказка была очень интерактивной и задействовать детей прямо в сказке. Нововведением в этот сезон будет обмен сценами с Русским театром. Артисты Мирнинского театра готовят 6 спектаклей для жителей и гостей столицы республики. В свою очередь, артисты Русского театра покажут спектакли в стенах Мирнинского театра. Вообще, это первые большие гастроли между двумя театрами. Никогда такого у нас не было. Если мы приезжали, то как бы в одностороннем порядке. Но это было где-то лет 10, может, даже 12 лет назад. А это как раз вот так случилось. Наши руководители договорились между собой. И, в общем, они к нам, а мы к ним. И я как бы вот оттуда немножко и с неким таким трепетом еду, потому что 25 лет я дал Русскому театру. И здесь почти 15 лет, даже больше. И такие у меня ощущения, волнительные, скажем так. В новом сезоне планируется продолжение многих творческих проектов театра, которые полюбились зрителям и обрели свою аудиторию. Также в труппе появятся новые артисты, которые присоединятся к театральной семье уже в октябре этого года. Анна Васильева, Мирный. 26 городов по всей стране и десятки творческих коллективов и исполнителей. Все это патриотический фестиваль «Русское лето за Россию», который проходит в этом году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Как прошел фестиваль в городе Нерюнгри, смотрите в материале нашего корреспондента Ивана Лазаренко. Безусловно, фестиваль «Русское лето» в первую очередь направлен на поднятие патриотических чувств и сохранение национальной культуры. Такие масштабные патриотические мероприятия имеют большое значение для сплочения и воспитания, в первую очередь, молодежи в духе патриотизма. Подобный фестиваль, «Русское лето» – это 100% патриотическая история, я еще раз говорю, которая должна проходить сейчас красной линией по всей территории России, и чтобы каждый житель нашей страны понимал, что происходит у нас, и ощущал величие своей родины, своей державы. «Своих не бросаем», «Русские придут», «Кто, если не мы» и другие любимые многими песни исполнили долгожданные гости фестиваля «Русское лето» группа «Послезавтра», популярная среди любителей рэпа. Последние пару лет группа записала немало песен и клипов в поддержку российских военных, которые исполняли в том числе в зоне проведения специальной военной операции. Эта песня во время нашего выступления всегда у каждого, я уверен, из нас вызывает бурю эмоций. Они всегда непростые и не всегда однозначные. Много раз мы уже выезжали на передовую, были и в Запорожской области, и в республиках ДНР, ЛНР, и на ленточке были. Перед бойцами выступали, поддерживали их словом. Всегда получаем очень теплую обратную связь, всегда, это непередаваемые эмоции. Там просто это нужно один раз побыть,
почувствовать и просто все увидеть. И, конечно, с особым восторгом зрители встретили еще одну группу, участницу фестиваля, хедлайнеров концерта в Нирингре, с песней, которую в стране напевают уже более 10 лет. За время существования группа «Анимация» собрала огромное количество фанатов, и, по словам ее солиста, за это время творчество группы почти всегда было направлено на остросоциальные темы. Важны вообще любые мероприятия, которые консолидируют общество. Это нормальный, естественный процесс. Я же говорю, мы об этом говорили всю дорогу. Вот. И чем таких мероприятий будет больше, тем лучше. И 10 лет назад, если переслушать все эти песни, мы обо всем об этом говорили и 10, и 15 лет назад, и сейчас. Так что для меня это такой естественный жизненный процесс. Фестиваль «Русское лето за Россию» продолжится в других городах, а значит, еще больше зрителей смогут увидеть и услышать своих любимых исполнителей. Иван Лазаренко, Захар Головин. На этом у нас все. Мы продолжим следить за событиями. Оставайтесь на нашем канале.